А Имамали Рахмона ожидает не очень приятный сюрприз. Таджики готовы выйти на протесты. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Оппозиционные Национальный альянс Таджикистана и движение Группа 24 заявили, что 29 сентября проводят акции протеста в Берлине. В пятницу глава Таджикистана Имамали Рахмон и лидеры других стран Центральной Азии примут участие на встрече с федеральным президентом Германии в новом формате 5+1. Встреча пройдет в Берлине во дворце Бельвью, резиденции президента ФРГ. Движение Группа 24 сообщила, что собирается проводить акцию протеста у посольства Таджикистана в Берлине. Национальный альянс Таджикистана сообщил, что власти Берлина 26 сентября дали добро на проведение Национальным альянсом Таджикистана и оппозиционными группами других стран Центральной Азии акции протеста у дворца президента Германии. Национальный альянс Таджикистана считает проведение мирных акций протеста эффективным способом борьбы с диктатурами во всем мире, говорится в опубликованном 27 сентября заявлении Национального альянса Таджикистана. Мы посмотрим, способен ли Рахмон встретиться со своими гражданами в свободной атмосфере и выслушать их мнение о проблемах народа. Открыто, без подхалимства, говорится в заявлении Группы 24. Национальный альянс Таджикистана, объединивший 4 оппозиционные группы за рубежом, и движение Группа 24 в Таджикистане запрещены. Политические оппоненты властей Узбекистана и Туркменистана также сообщили, что проводят свои акции протеста в день встречи президента ФРГ с главами государств Центральной Азии в Берлине. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился 29 сентября в Берлине с главами государств Центральной Азии. Как сообщается на официальном сайте президента ФРГ, предстоящая встреча пройдет в новом формате 5+1, где Германия являлась разработчиком стратегии Европейского Союза для Центральной Азии и будет говорить от своего имени и от имени стран Евросоюза. По сообщению Берлина состоятся встречи Штайнмайера с президентами Таджикистана Имамали Рахмоном, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Франк-Вальтер Штайнмайер накануне встречи заявил о готовности Германии укреплять сотрудничество со странами Центральной Азии. Сообщается, что встреча глав государств и церемония фотосъемки пройдет в Берлине во дворце Бельвью, резиденции президента Германии. Как вы относитесь к такой ситуации и к такому теплому приему, который ждет Эмомали Рахмона? Как вы думаете, получится ли гражданам встретиться с президентом или высказать ему какие-то свои наболевшие вопросы, или он просто их проигнорирует, в принципе, как это происходит всегда? Надеемся, обойдется без рукоприкладства и различных инцидентов, которые бывают, когда диктаторы приезжают в Европу и люди выходят на протесты, как это было с Эрдоганом и другими диктаторами, известными нам всем. Свое мнение и, конечно же, прогнозы проведения всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.